В Бишкеке настоящая зима. Сотрудники муниципального предприятия «Тазовых» с часу ночи очищают дороги от снежного наката и гололедицы. Но обильный снегопад осложняет дорожную ситуацию. Уже израсходовано 400 тонн песка и 55 тонн технической соли. Для уборки снега и подсыпки дорог привлечена вся дорожно-уборочная техника муниципального предприятия «Тазовых». Чтобы водители были довольны, сотрудники муниципалитета работают без перерыва. О горячем кофе или чае не приходится и мечтать. Мы выехали в час ночи, заправились, и началась у нас очистка дорог. До полтретьего мы где-то чистили, а полтретьего уже началась подсыпка у нас, потому что перед тем, как машина начинает утреннее движение, чтобы гололеда не было, песок сыпали на дорогу. С 6 утра к очистке тротуаров, остановочных комплексов и обочин дорог привлечена почти 1000 дворников. А для удаления наледи на лежачих полицейских на линию вышли и работники дорожно-эксплуатационного управления. Но как бы они ни старались, водителям не угодить. Я недоволен работой «Тазовыка». Так как почему? Объясню, что центральные улицы, естественно, они очищены, а второстепенные улицы это как таково, как были, так и осталось. Просто надо проехать, посмотреть самому, убедиться в этом. Ну, я думаю, стоило сначала снег очистить, потом сыпать песок, да? А сейчас все в грязи там. Дорога очищается очень слабо. Предупреждения были за 3 дня раньше. А вот сегодня утром по дорогам ездим, только начинает кое-где песок сыпать, кое-где там начинает очищать. Как их очищает? Их вообще никак не очищает. Сложно ездить? Очень тяжело, очень. Снегопад временно приостановил и работу международного аэропорта Манас. Вылеты и прилеты воздушной гавани были приостановлены. 10 рейсов были задержаны с 6 до 11 часов утра в целях безопасности пассажиров. 5 февраля на перевалах Тюашу, Алабель, Кюкбель и Утмюк идет снег. Но проблем с проездом или пробок нет, потому что дорожники вовремя расчищают и подсыпают трассу. Но есть большая опасность схода снежных лавин. Так, ночью лавина сошла на трассе Мырзаке-Карахулджа-Алайху. Чтобы избежать искусственных пробок на перевальных участках, водителям категорически запрещается выезжать на встречную полосу. 2 часа ночи, значит, на автодороге Мырзаке-Карахулджа-Алайху, значит, сошла лавина, значит, работали оперативно, значит, там дорожники, и уже там также проезд открыт, дорога расчищена от снежной лавины. Также необходимо отметить, что автодорога Казарма-Нахталчат на 30-м и 44-м километре, также на 76-м, 82-м километре, значит, из-за снежного заноса в настоящее время проезд там закрыт. Синоптики распространили штормовое предупреждение по всему Кыргызстану. До 9 февраля практически на всей территории республики наблюдается минусовая температура, снег, порывистый ветер и даже проливные дожди. Тоже также будет неустойчивая погода. Осадки будут идти временами. Это также с 10 по 15 число, также неустойчивая погода, но такого холода уже не будет ощущаться. Ну, ночью будет от 1,6 морозов до 2,7 градусов мороза, и днем 0,5 градусов мороза, тепла уже будет. Но холода продержатся недолго. Осадки в последний месяц зимы выпадут в пределах нормы. Сайкал Сутанкулова, Чингис Джумагулов, Общественный, Первый канал.